На ТНВ время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Работа с бизнесом и миллиардные инвестиции. 29 миллиардов валового продукта. Значит, понятно. Мы очень благодарны. Над чем предстоит поработать и за что Лаишевский район поставили в пример, расскажет Салават Мухаммадулян. Нависшая угроза. Девочка маленькая успела пройти, а женщина нет. В Челнах 3 человека пострадали от падения снега. Кто в ответе за состояние балконов и карнизов? Расскажет Рамиль Галиулин. Еще больше возможностей для особенных детей. Молодец! На открытии нового реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями побывала Вероника Гайнудинова. Язык мой, друг мой. Нихао. Казанские школьники отпраздновали День родного языка. О силе культуры и слова Рамиль Шайдуллин. Изменения, которые происходят в Лаишевском районе, позитивные. Так, сегодня президент Рустам Минниханов оценил развитие самого ближнего соседа Казани. Сегодня Лаишево входит в тройку наиболее экономически успешных районов Татарстана. Частные компании, промышленные площадки и малый бизнес. Здесь есть все возможности сформировать новую плеяду предпринимателей, отметил президент. Какие цели еще нужно достигнуть, Салават Мухаммадулин. Он взлетает за секунды и садится даже, когда кругом практически ничего не видно. Беспилотник Made in Лаишево – это первый в мире промышленный авиагрузовой дрон вертикального взлета и посадки. Говорят, машина – будущее сельского хозяйства и нефтегазовой сферы. Тесты на посадочной площадке аэродрома Караишева. А это уже производственная площадка Техстроя. Здесь выпускают пластмассовые плиты, полосы, трубы и профили. Объем инвестиций в производство больше 150 миллионов рублей. Трудоустроили 50 человек. Но самое интересное то, что раньше на этом месте был морковный склад. Эффективное перевоплощение и вклад в развитие района. Минувший год был успешным для Лаишевского района. В группе муниципальных образований, имеющих городской сельское население, занимаем первое место в общем рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований городских округов. Мы занимаем 3-е место, уступая городу Казани и Альметьевску. Результаты работы за год на районной сессии. Лаишево на 3-м месте в республике по объему продукции сельского хозяйства. 4-м по средней зарплате. Она 42,5 тысячи. Здесь и много строят. 7-е место по объему строительства. Оно и понятно, соседство с Казанью делает свое. Много переезжают, рождаемость идет с плюсом, а потому малышам нужно больше мест в садиках. Сейчас вот строится детсад в Усадах на 260 мест. В этом же году может начаться возведение сада в Габишево, но и этого недостаточно. Сейчас в очереди стоят больше 1000 детей, из них от 3 до 7 лет 491 ребенок. Еще один момент, который отметили на сессии – район активно привлекает инвестиции. Развивается малый и средний бизнес. Кроме того, по словам Рустама Минниханова, сегодня есть возможность сформировать новую плеяду предпринимателей в рамках налога для самозанятых. Эти средства пойдут в местный бюджет, но с бизнесом нужно быть на одной волне, отметил Рустам Минниханов. Давление на бизнес. Вообще надо обратить внимание, прокурор, наверное, района здесь. Я прошу вас взять все эти данные, посмотреть, кто у нас вот так тщательно работает с бизнесом. Да, с бизнесом надо работать, но оно должно быть в разумных пределах. Отметили сегодня и вклад района в развитие общественных пространств и туризма. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Лаишевский район. Там же в Лаишево Рустам Минниханов встретился с народной артисткой России Чулпан Хаматовой. Они обсудили съемки многосерийного художественного фильма «Зулейха открывает глаза». Напомним, съемки начались в прошлом году. Декорации сериала, а это историческое поселение Семрук, останутся в районе. Здесь надеются, что место станет популярной достопримечательностью для туристов. Доходы района растут, зарплаты жителей также. При этом жениться стали чаще, а вот рожать реже. Что с этим делать, решали сегодня в Буинске. Там прошла сессия района. По сельскому хозяйству они на 4-м месте, а по социально-экономическому на 26-м. Буинский район обладает большим потенциалом и привносит значительный вклад в развитие республики, отметил Рустам Минниханов и поставил несколько задач на этот год.
Этот буинский завод самый большой в стране по переработке полбы. Производство запустили 4 года назад на частные инвестиции. Здесь дробленая и цельная полба. Полный цикл производства. В день объема производства примерно 5 тонн. Это где-то 100 мешков. Продают эту полбу татарстанскую по всей России. Полбяные зерна здесь не только с татарстанских полей, еще и из Саратова и Алтайского края. Сегодня с работой предприятия ознакомился Рустам Минниханов. Ему рассказали, в соседнем корпусе через 3 месяца появится молочный цех. Трудоустроят еще 5 человек. В кабинетах врачей тоже все, мебель все поменяли. Детская поликлиника и женская консультация после капремонта будто новые. Сюда завезли современное оборудование. Все показали президенту. Но работу в этом направлении нужно продолжать, ставить задачу Рустам Минниханов. В районе падает рождаемость, а смертность растет. Вы там говорите мне слова благодарности, спасибо. Значит, стационары надо ремонтировать. Это мы, конечно же, обязательно, у нас будет программа по стационарам, включим. Но вы посмотрите свои цифры. Вы на 32-й позиции. Поэтому эти вопросы, они очень важны. В республиканском рейтинге социально-экономического развития Буинский район 26-й. По сельскому хозяйству 4-й. Доходы выросли, это 1 миллиард 237 миллионов рублей. Зарплаты тоже. Средние 26 тысяч. Малый и средний бизнес пополнился новичками. Но этого недостаточно, отметил президент. Я знаю, что в районе Марат много внимания обращает, но сегодня у вас малый и средний бизнес – это 20%, да, валовым внутренним продуктом. Я считаю, что эта цифра очень небольшая. Район активно участвует в республиканских и федеральных программах. Привлекли молодых специалистов, ремонтируются школы, дома, детские сады. Открылась лыжная база, построили ФАПы, благоустраивают территории. На протяжении многих лет самой острой для буинцев проблемой было состояние дорог. При вашей поддержке, Владимир Станогалевич, только в прошлом году в городе Буинске приведено в нормативное состояние около 7 километров дорог. Похвалил президент за активную работу по программе самообложения, призвал тщательно проверить газовое хозяйство. И напомнил, следующий год посвящен ТАССР, просил провести это событие на достойном уровне. Альбина Слугараева, Данил Филатов, ТНВ, Буинский район. Минздрав Татарстана совместно с вузами прорабатывает программу, чтобы решить проблему нехватки медицинских кадров. Об этом рассказали сегодня в Казанском Кремле. Средняя укомплектованность врачами около 70%, а в некоторых ЦРБ она едва достигает 30%. Не хватает анестезиологов, реаниматологов, кардиологов, врачей скорой помощи. Президент поручил главам организовать целевую поддержку тех, кто возвращается работать в район. Социальной поддержки, к которым призвал особо обратить внимание президент глав районов, это выделение жилой площади, возвращение процентной ставки по кредиту, льготное ипотечное кредитование, предоставление земельных участков и так далее. Как только Министерством здравоохранения будет подготовлена развернутая программа предложений по тому, как решить вопрос с дефицитом кадров в селах и малых городах, она будет озвучена на отдельной пресс-конференции. А молодым учителям, которые приедут работать в сельские школы, правительство республики намерено выделить до 100 грантов. Это одно из поручений по итогам послания Владимира Путина. Президент Рустам Минниханов также поручил проработать меры поддержки для многодетных семей. В республике их почти 35 тысяч. Комплекс мер уже оказывается. Это льготы по оплате услуг ЖКХ, субсидии на приобретение лекарств, выплаты на проезд. Дополнительно выдаются единовременные пособия в 100 тысяч рублей при рождении 3-го ребенка. Их получают женщины до 29 лет, проживающие в сельской местности. На контроле вопрос с обеспечением мест в яслях. С 2018 по 2019 год будет введено 29 объектов, которые по плану к концу года должны обеспечить 3080 ясельных мест. Второй этап программы с 2020 по 2021 год будет введено по планам 49 объектов, что обеспечит еще 5040 ясельных мест. Финансирование по созданию в дошкольных образовательных организациях мест для детей от 2 месяцев до 3 лет обеспечивается за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Искать новые возможности промышленного развития сегодня руководству Камско-Устинского района рекомендовал Фарид Мухаммедшин. На заседании Совета района доложили об основных цифрах, с которыми район завершил прошлый год. Средняя зарплата выросла на 15%. Почти на треть вырос объем производства на Камско-Устинском гипсовом руднике. Но в то же время полностью прекратил производство завод строительного гипса. Причина падения спроса в районе с единственным в Татарстане гипсовым рудником, отметил Фарид Мухаммедшин. И это недопустимо. Другого нет же, ни у кого такого нет, как у вас. Тем более Владимир Владимирович Путин поставил задачу вчера выйти на 120 миллионов квадратных метров жилья строительства в Российской Федерации. Вы понимаете, какие объемы? 120 миллионов.
Это ваш рынок будет. Без вашей продукции, коллеги, и не влезть в этот вагон, зацепиться никак нельзя. А вот конек верхнеуслонцев – это натурпродукты, и ими руководство района планирует заполнить прилавки близлежащего Иннополиса. Но только за прошлый год производство таких продуктов в районе упало на 21%. Одна из причин – прекращения работы Печищенской мельницы, другая – малая активность фермеров. Сегодня в районе только 6 семейных ферм. Главы поселений сетуют на недостаток денег. 24 программы мы реализуем каждый год. Глава поселения. Вот сидящие здесь. То там вас собираем весной, то там собираем осенью. Шпаргалки мы вам воздаем с Марат Дмитриевичем. Сделайте вот так, вот такие гранты будут, вот такие возможности есть. Вот что он говорит, вот поступающий, что тут очень мало, понятно мало, но стартовый капитал для этого есть. Собственное производство, современное оборудование и сельхозпродукция от фермеров республики. Сегодня наша съемочная группа побывала в агропромпарке. Как туда попадают производители, об этом далее. Так сельхозпроизводители радуются новому торговому оборудованию, которое появилось в комплексе в 2018 году. Вследствие тенденциям потребительского рынка устаревшее оборудование поменяли на охлаждаемые витрины. Благодаря тому, что есть агропарк, то есть это маленько полегче становится. И это правда, ведь именно этот комплекс открыл потребителю имена многих успешных сегодня фермеров. Без всяких добавок. Для Валентины Карповой агропарк стал своеобразным бизнес-инкубатором. Все начиналось с продажи меда. Теперь фермер Зеленодольского района поставляет сюда масло и мясо. Но по мнению производителя, в агропарке удобно работать лишь тем фермерам, кто находится в непосредственной близости от него в радиусе 150 километров. Это для нас, это для мелких предпринимателей, которые могут подняться. А еще здесь функционируют 22 перерабатывающих производства, которые выпускают мелкоштучную продукцию в размере 7,5 тысяч тонн в год. Благодаря этому комплекс развивается, финансово стабилен и получает прибыль, нашел он популярность среди покупателей. Здесь все на виду, все отвечают за свое. Все качественно, постоянно закупаемся здесь. Кроме того, ассортимент продуктов здесь пополняется каждый день, а фермы могут арендовать помещения не только на долгосрочной основе, но и даже на сутки. К другим новостям. Оттепель с риском для жизни. 3 человека в Челнах пострадали от падения снега и льда с крыш. Сегодня спасатели попросили татарстанцев ходить подальше от карнизов и чаще смотреть в оба. Эти белые массы видны издалека. Такие лавины, смесь снега и льда, висят практически на каждом балконе последних этажей. Небольшое потепление, и все это может рухнуть. Так, в 50-м комплексе Автограда снежный пласт упал на женщину. Сейчас она в реанимации. У нее сломаны ребра и поврежден позвоночник. Шла женщина с ребенком, с девочкой. Девочка маленькая успела пройти, а женщина нет. Она на нее вот как раз с крыши скатился снег и придавила ее. По данному факту прокуратура уже начала проверку. Однако таких козырьков по городу тысячи. По словам коммунальщиков, безопасность в руках самих жильцов. Дело в том, что убирать снег на карнизах должны собственники квартир, кому принадлежит балкон. Они построили незаконно, и то, что это надо все или снести, или все это просто оформить документально, то есть по закону. И тут же, в этом же письме мы отправляем требования, который незаконно построен козырек, они должны за ним следить и чистить. Чтобы избежать несчастных случаев, в подъездах вывешивают напоминания о необходимости чистить козырьки. Только эффекта от этого мало, говорят коммунальщики. По словам МЧС, убираться не успевают и должностные лица. Сейчас многие пожарные гидранты и проезды для пожарной техники завалены снегом, что может существенно повлиять на время прибытия пожарных подразделений и тушения пожара, особенно в зданиях с массовым пребыванием людей. Поэтому особое внимание необходимо обратить на расчистку дорог к этим учреждениям. По словам синоптиков, капризы погоды продолжатся и на этой неделе. В ближайшие сутки в республике ожидается сильный ветер, снегопады и температурные качели. Все это может привести к обвалу снежных шапок и даже обрушению конструкций. Поэтому спасатели советуют держаться подальше от крыш и не оставлять под ними свои авто. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Набережные Челны, Казань. Новый реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями открылся сегодня в Казани. Благотворительный фонд «Сила в детях» выиграл президентский грант России и затеял новый социальный проект. Теперь комплексную реабилитацию бесплатно смогут проходить на 200 детей больше. Для Саида это центр спасения. Ему 11 лет, диагноз ДЦП, эпилепсия и задержка речевого развития. Сейчас как раз занятия с логопедом. Ходят постоянно, уже есть улучшения.
Продвижение есть. Саид у нас начал 10 лет сам ходить самостоятельно. До этого мы не ходили. Благодаря открытию этого центра пройти реабилитацию в год получат возможность еще 200 детей. Занятия длятся месяц, это по 2-3 часа в день. В курс входят занятия с логопедом, дефектологом, клиническим психологом, лечебная и адаптивная физкультуры, массаж. Есть и нейрокоррекционные программы. И есть процедуры аппаратного лечения. Это микрополяризация головного мозга, биоакустическая коррекция головного мозга. Также на протяжении всего курса реабилитации используется методика мозжечковой стимуляции. Это третий реабилитационный центр фонда. На его открытие деньги появились благодаря фонду президентских грантов России. С учетом эффективности своей работы нашел очень быстро взаимопонимание с Министерством труда, занятости и социальной защиты. То есть для того, чтобы наши дети проходили реабилитацию, получали реабилитационные услуги, есть еще и государственная составляющая. Поэтому реабилитация здесь бесплатная. Чтобы ее пройти, нужно обратиться в Центр соцзащиты. Можно позвонить и по номерам, указанным на экране. Приезжают сюда со всей республики. Для отдаленных районов такой же центр работает в Нижнекамске. В этом году откроется еще и в Лениногорске. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Цифровое вещание в каждом доме. Очень рада. Даже никогда не думала. Как не пропустить цифровой сигнал, узнавала Юлия Муратова. Язык мой, друг мой. Нихао. Казанские школьники отпраздновали День родного языка. О силе культуры и слова Рамиль Шайдуллин. Нам нужно расширять взаимные товарные потоки. Сегодня Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с вице-премьером Узбекистана Ачилбаем Раматовым. Президент определил перспективные направления. Если Татарстан славится нефтехимией, то Узбекистан может ответить легкой промышленностью. Рустам Минниханов пригласил их на Казан-саммит и чемпионат мира WorldSkills, назвав эти площадки отличным подспорьем как для презентации своего товара, так и привлечения инвесторов. Мы должны смотреть на более глубокую интеграцию, чтобы российский, татарстанский бизнес был представлен там. И то, что сегодня поставил задачу президента Узбекистана, сделать страну индустриальной, высокопроизводительной, технологичной. И с другой стороны, мы очень серьезно ощущаем нехватку той продукции, которая есть у наших коллег, то есть особенно легкой промышленности. Единороссы Татарстана открывают новый политический сезон. Стартует праймерис. Так, через внутрипартийное голосование определят кандидатов для выборов в Госсовет. Сами выборы пройдут осенью. Выдвижение кандидатов для праймерис начнется со следующей недели. Желающих стать депутатами ждут дебаты и встречи с татарстанцами. Затем в апреле впервые пройдет электронное голосование праймерис. А 26 мая традиционное волеизъявление на избирательных участках. Сегодня рано говорить о каких-то, как вы задали вопрос, на какой процент вы рассчитываете, или, как собираемся получить какие результаты. Наша задача сохранить преемственность представительства политической партии «Единая Россия» в Государственном Совете 6-го созыва. О процентах мы будем уже говорить после того, как предварительное голосование пройдет. Дружба и братство лучше богатства. Сегодня в Казани в Международный день родного языка отметили праздником национальное достояние. Его главная идея – взглянуть по-новому на культуру народов как республики Поволжья, так и всего мира. С одной сцены звучали песни и стихи на татарском, таджикском, английском, китайском и других языках. Салам. Исянисыз. Хаумахыз. Нихау. Ассаламу алейкум. Саламун алейкум. Здравствуйте, дорогие гости. Милости просим вас на наш национальный праздник. Поздороваться, пообщаться, а еще спеть или рассказать стихи. Ученики 180-й гимназии могут на 10 языках мира. Сегодня они звучат еще выразительнее. Так завершается школьная декада национальных культур и родных языков. Мероприятие, оно ставит задачу актуализации изучения как родных языков, языков Поволжья, республики, так и иностранных языков. И каждый ученик, каждый класс имеет возможность представить себя. Причем любовь к родным языку и культуре не только через стихи, песни или танцы, но и через вот такое вот изобразительное искусство, где ребята показали, как они видят свои народы.
1,5 недели они писали картины, пели, читали стихи о своих культурах, народах на своих языках. Их школа многонациональная. Вот в ансамбле танца «Дагестан» ребята разных народов. Сегодня все вместе они впервые танцуют лезгинку. Мы чувствуем гордость. Ну, типа мы важные. Для нас это выступление является, в первую очередь, очень важным, потому что мы сегодня дебютируем первый раз как детский ансамбль «Дагестан» при Доме дружбы народов «Воскресная школа». Первый раз дебютируем. И я сам, если честно говоря, столько не волновался за свои выступления, чем за них. В одну песню слились сразу 7 языков. Так на сцене воплощаются в жизнь самые смелые идеи ребят. Это и было целью – показать, кто и чем богат. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Татарстанцев с этим днем поздравил Фарид Мухамедшин. Цитата. «В Татарстане мы придаем большое значение вопросам духовно-нравственного воспитания, сохранения этнокультурной идентичности, развитию национальных языков и литератур. Будьте внимательнее и терпимее друг к другу», говорится в письме. Хочешь увидеть 20 каналов в цифре? Научись настраивать телевизор. Сейчас по всей республике идет работа с населением. Прежде чем отправить в села, специалистов обучают. Напомним, 3 июня республика полностью перейдет на цифровое вещание. Аналоговое телевидение отключат. Как не пропустить цифровой сигнал, выяснила Юлия Муратова. Для ветерана труда Нины Колмаковой телевизор – единственное окно в большой мир. 2 месяца назад ей подарили цифровую приставку. Теперь на ее экране 20 каналов. Очень рада. Даже никогда не думала и не ожидала я этого, что такое будет. Чтобы такая картинка была в каждом доме, помощь предлагают добровольцы. Альбина Мустакимова – одна из 60 волонтеров Высокогорского района. Подключить оборудование, настроить вещание, готова помочь каждому, кто обратится. Волонтер – это мое состояние души. Это даже не работа, это не хобби, это то, что я хочу нести людям. Вот сегодня у нас в современном мире очень много пожилых, одиноких людей, которые не владеют какой-либо информацией. Вот помочь в достоверности информации, помочь донести им что-то. Было принято решение выбрать волонтеров из числа учителей. Все-таки учителя – это уважаемые люди на территориях, скажем так, наших населенных пунктов. В школах учителей в населенных пунктах в основном все знают. 4 часа обучения, на руках удостоверение. Именно оно дает право добровольцам оказывать цифровую помощь. Если ваш телевизор младше 2012 года и поддерживает цифровой стандарт, волонтеры проверят настройки. Главное – приобрести специальную антенну. Если же телевизору уже больше 8 лет, помогут подключить цифровую приставку. Граждане, у которых доходы ниже прожиточного минимума, будут иметь возможность компенсации затрат на оборудование и затрат на монтаж этого оборудования в этих населенных пунктах. Цифровое вещание не коснется тех, у кого уже есть спутниковое или платное кабельное. Полностью на цифру наша республика перейдет 3 июня. Те, кто еще не проверил готовность своего телевизора, могут пригласить волонтера. Для этого нужно обратиться в районный исполком. Юлия Муратова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Высокогорский район. Летающие люди, летающие тигры шоу Гия Радзе Баронетта собирает полные залы. Каждые выходные в Казанском цирке обладатели самой престижной международной цирковой премии Монте-Карло «Золотой клоун». Что им берлога, что им лес, их стихия, цирковой манеж. И на балалайке сыграют, и коня оседлают. Они медведи, и они артисты. Тигры, львы, кони, волки, акробаты и клоуны. Один из них золотой. Привезли из Монте-Карло. Высокая награда за номер «Джигит и Русь». Русский дух, бешеная скорость, рекордные трюки и в зале взрыв аплодисментов. Есть города, в которых охота отработать быстро репризу. Быстро. А здесь нет. Здесь надо ее работать спокойно, потому что публика очень внимательная. Публика внимательно оценили и трюки, и костюмы, и полеты, и 40 хула-хупов на одной тонкой талии принцессы. Сильные акробаты, я никогда таких еще не видела. Потрясающее зрелище. Понравилось очень. Все понравилось. Я особенно запомню все, что есть. Запоминается и остается через смех и слезы, через катарсис. Ведь это не просто цирк, это уже цирковая история. Лилия Кашфарова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». После выпуска прогноз погоды. И до встречи в следующем выпуске новостей 21:30. До встречи. Всего вам доброго.
Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Зеленое дерби впервые в этом сезоне не покорилось Акбарсу. Наша команда упустила победу за 1 минуту до финальной сирены. Вновь оба коллектива порадовали болельщиков зрелищным хоккеем. Несмотря на минимальное количество заброшенных шайб, борьба не прекращалась ни на одну секунду. Турнирной мотивации у Салавата Юлаева не было, зато гости горели желанием взять реванш за 3 предыдущих проигрыша в сезоне. При счете 2-1 в пользу Акбарса хозяева сначала счет сравняли, а в овертайме забросили еще. Завтра у казанцев заключительная игра в регулярном чемпионате в Магнитогорске против Металлурга. После него и узнаем соперника в первом раунде плей-офф. В это же время Казань приняла татаро-башкирское дерби по волейболу. Приключения у соперников «Зенита» начались еще задолго до самого матча. В Казань уфимский «Урал» добирался 25 часов. Непогода и перекрытые дороги не позволили гостям из Башкортостана провести полноценную подготовку к этой игре. Особой борьбы в этом матче не получилось. Казанцы уже гарантировали себе первое место в турнирной таблице. И еще раз доказали, кто на данный момент является сильнейшим клубом. Свой следующий матч «Зенит» проведет 24 февраля на выезде против Новые. А там и до плей-офф недалеко. Нам пришлось ждать второй автобус, пока наш приедет из Уфы. И когда он приехал, к этому моменту испортилась погода, закрыли дорогу, и нам пришлось остаться в Челнах. Поужинали, переночевали, позавтракали утром, сели спокойно в автобус и приехали, уже в 12 часов были здесь. Татарстанские стрелки завоевали 5 медалей на Гран-при Кипра. В активе наших спортсменов 1 бронза и 4 серебра. Екатерина Рабая взяла бронзу на соревновании в трапе. 2 серебряные награды у Полины Князевой в юниорском турнире. Еще 2 серебра принес женский круглый стенд. В личном соревновании юниорок и составе сборной России награды завоевала Зиля Батаршина. Завтра на Кипре разыграют комплект наград в соревновании смешанных команд на круглом стенде. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде после интересной информации. Изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Спонсор показа – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли операции, на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Прогнозируются снегопады, местами метель. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики -1, -2 градуса. Пройдет снег. На северо-востоке Татарстана 0 градусов, вероятны осадки. На севере республики пасмурно и снежно, до -1. На северо-западе Татарстана аналогичная погода, возможны осадки. На юго-западе Татарстана от -2 до -3. Небо будет хмуриться весь день. В центре Татарстана 0 градусов, также не обойдется без снега. Офтальмологическая клиника «Третий глаз» уже 20 лет помогает людям сохранять зрение. Весь февраль хирургии катаракты 38 тысяч рублей. Лазерная коррекция зрения и хирургическое лечение косоглазия от 16 тысяч рублей за 1 глаз. Клиника «Третий глаз». Мы ясно видим картину дня и предлагаем лучшее. Передовые технологии в современном лечении и диагностике глаукомы и катаракты. Коррекция зрения на уникальном японском оборудовании. Клиника «Третий глаз». 202 202 8. Ваш железный помощник трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам! Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам. В торговом доме «Агрозапчасть М». Телефон в Набережных Челнах 53 70 80. Компания «Торговый дом Агрозапчасть М» предлагает запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике. Это оригинальные запчасти, доставленные с заводов-изготовителей по самым выгодным ценам. Мы готовы стать вашим надежным партнером. В Казани облачно и снежно. Есть вероятность метели. Днем до -1. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 92%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений.
Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Артрит, артроз, остеохондроз. Болезни суставов могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост».